Всем привет, дорогие друзья! С вами Астарта Сантья-Таро. Всех приветствую на своем канале. И сегодня мы будем делать расклад на тему примирения. Ссора, конфликт, случится ли перемирие, примирение. В общем, помиритесь ли вы. Как обычно, напоминаю, что все новинки в инфоблоге. Обратите, пожалуйста, внимание, все последние расклады и плейлисты тоже на моем канале, все абсолютно в вашем распоряжении. Перед вами три варианта. Подумайте о том мужчине, который вам интересен. Спросите, помиритесь ли вы. Загадайте срок, в который вы ожидаете, что это примирение, перемирие будет заключено между вами. И выбирайте свой вариант. Только срок, пожалуйста, загадывайте там не год, не полгода, а там месяц-два достаточно, я думаю. Потом дальше уже сделаем расклад похожий и посмотрим, что будет дальше. В раскладе в этом мы посмотрим, случится ли перемирие. Если да, то как будут развиваться отношения. И если нет, то случится ли это в дальнейшем. Ну, в общем, я покручу картами, посмотрю, что выпадет. И от того, что выпадет, буду уже смотреть и крутить вопросами. Итак, выбирайте, а мы переходим к первому. Ну что, единички, смотрим вас. И заключите ли вы перемирие, помиритесь ли вы загаданный вами срок. И ответ да. Отношения наладятся. Перемирие будет заключено. И как будут складываться ваши отношения после примирения? Ну, это некий новый виток в отношениях, конечно же. Мужчина, скорее всего, он у нас выпала карта медведя, будет пытаться этими отношениями управлять, будет пытаться управлять вами, будет пытаться эти отношения куда-то вести, да? И, конечно, будет проявлять все свои мужские качества. Он будет и защитником, он будет и соратником, он будет и помощником. И с одной стороны, в то же время, да, он может отношения и вас продавливать. Вот, буквально, чтобы вы делали так, как хочется ему, так, как он считает нужным, так, как он считает правильным и важным. Отношения будут развиваться очень медленно. У нас выпали одни пентакли на старших арканах. И, скорее всего, в какой-то момент может вам даже, дорогие мои единички, показаться, что это некое болото, в которое вы снова вернулись. Но если переждать, перетерпеть, то вполне через какое-то время, да, после, когда некая вот эта трансформация, да, она пройдет, когда организм уже привыкнет, да, и отойдет от стресса, то вполне себе возможно, что вы как-то по-другому можете на эти отношения посмотреть, и они вполне могут вас удовлетворять, по крайней мере, на неком материальном уровне точно. Но, смотрите, у нас все-таки здесь выпала карта туча. Все равно четкой ясности в отношениях у вас не будет, по крайней мере, ну вот на начальном этапе, потому что мужчина снова будет проявлять характер, будет где-то вести себя инстинктивно, да, по интуиции, что будет как-то вам неясно и непонятно. И дальше я спросила совет карт, что нужно делать вам, дорогие мои, те, кто смотрит это видео, да, чтобы отношения сохранить. Ну, во-первых, динамика движения, мудрость, чувственность, не бояться говорить, что вы влюблены, не бояться говорить, что вы хотите быть вместе, и также не бояться разговаривать и обсудить те проблемы, которые у вас были и которые привели к кризису и к расставанию. Вот здесь нужно все обсудить, здесь нужно все говорить, но в таком формате достаточно мудром, спокойном, рассудительном, без некого такого ребячества, инфантильности, да, проявления какого-то характера не нужного в тот момент, да, в разговоре. Если хотите отношения наладить, отношения сохранить, то нужно проявлять уже мудрость, такт и, конечно, исходить из того, через призму того, что есть чувство, что вы друг друга любите
говорите, что вы оба хотите быть вместе, что вы оба хотите эти отношения сохранить, что вы ими дорожите, что они вам нужны и важны, и что вы не хотите больше возвращаться к тому кризису, который между вами случился и произошел. Причем это нужно сделать на берегу, как говорится, на начальном этапе, когда вы только помиритесь. Нужно все это обсудить и прийти к некому консенсусу, да, прийти к некому общему знаменателю, да, свести дебет с кредитом и найти те точки несоприкосновения, да, которые и привели к ссоре и конфликту. Такой у нас получился вариант номер 1, дорогие мои. Я вам желаю, конечно же, мира, добра, гармонии, любви, процветания, чудес и волшебства. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю еще раз, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал для тех, кто впервые на моем канале. И пишите комментарии, переходим к двоечкам. Двоечки, смотрим вас. И произойдет ли в загаданный срок примирение? Помиритесь ли вы с загаданным партнером? Увы, нет. Тут ничем порадовать не могу. Карта Луна нам перемирие не обещает. И спросила дальше, что мешает примирению. Ну что, во-первых, конечно же, скорее всего, не готовность еще партнеров идти на примирение. Скорее всего, еще не отболело, еще не отжило, еще не прошло та боль и обида, да, еще не угасла. Еще светит эта вся обида, эта вся боль очень ярко и эмоционально. Это первое. Второе, конечно же, характер. Характер не дает. Каждый такая личность гордая, продуманная, хитрая, закрытая, четко, которая показывает свои границы. И здесь просто ни один и второй партнер, они не готовы. И мужчина в том числе. Мужчина ждет, скорее всего, что вы сделаете первый шаг. С одной стороны. Но с другой стороны, туз мечей, король жезлов и императрица нам говорит о том, что, скорее всего, у мужчины может появиться уже другая дама, другая женщина в его жизни. И лиса на Ленорман нам тоже говорит, что это вполне может уже у него произойти другая встреча с другой женщиной. И там уже отношения, ну, как-то, я не знаю, складываются, развиваются, наверное, по-своему. Это мы не видим. Но, опять же, как я уже сказала, да, с одной стороны неготовность, с другой стороны характер, с третьей стороны вполне себе вероятно, что есть уже другая женщина у мужчины. И для тех, кто смотрит это видео, я спросила у карт совета, что нужно делать, чтобы вам быть счастливыми, не опираясь на вот того мужчину, да, которого мы сейчас рассматриваем в этом раскладе. И карты нам говорят о том, что особенно смотрите вот эти три карты: девятка мечей, луна, пятерка кубков. Карты нам говорят о том, что все переживания, все невзгоды, всю вот эту вот депрессивность, уйдите от нее, забудьте. Да, и да, кстати, страхи забыла сказать еще. Не надо туда как бы окунаться, не надо туда постоянно возвращаться, не надо постоянно об этом думать. Особенно вот, да, в пятерочке кубков нам прям явно показано, что дама держится за голову, смотря на разрушенный сад. Вот забудьте, перешагните и идите дальше. У нас старший аркан жрец еще выпал. Жрец нам говорит о том, что в вашей жизни все равно появится мужчина, тот самый мужчина, очень умный. И вообще это карта брака. Очень умный, социально адаптивный. Простите, что носится под машиной. Активный при положении, скорее всего. Достаточно успешный человек, материально обеспеченный человек. Но смотрите, эта карта выпала в начале, и поэтому не упустите свой шанс
Почему? Потому что можете окунуться в негатив, потому что можете окунуться в депрессию. Тут еще карта Луна, да. То есть вы можете прийти мимо, не заметить, не понять, что вполне себе вот этот экземпляр, грубо говоря, да, я извиняюсь за такое выражение, вот эта возможность, которая у вас появится, вы ее можете не разглядеть, не понять, потому что будете находиться в неком таком положении туманном, когда человек в очках, когда человек не видит того, что происходит по сторонам, и находится в неком пузыре ограниченном. Вот, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на вот это все. Не надо бояться. Страхи, они не должны нас толкать. Страхи, когда нас толкают страхи сзади, мы делаем ошибки, мы ошибаемся и не видим истины. Когда мы этот страх ставим впереди себя, да, когда мы страх толкаем вперед, тогда мы уже видим истинную картину. Вот такой у нас получился вариант номер 2, дорогие мои дочки. Я вам желаю, конечно же, любви. Она будет однозначно тогда, когда вы будете к этому готовы. Она вас ждет, только вам осталось ее только пригласить искренне, с осознанием того, что вы готовы к тому, что ваша жизнь изменится. Я вам желаю, конечно, любви, терпения, гармонии, процветания, удачи, здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените себя. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Перехожу к троечкам. Итак, троечки, смотрим вас. И произойдет ли примирение, перемирие в загаданный вами срок? Выпал карта бланка мужчины. Да, скорее всего, перемирие произойдет. И инициатором этого события будет, конечно же, мужчина. Как будут складываться отношения? Ну, мужчина тут, конечно, все просчитал, все продумал, каждый свой шаг, каждый свой, грубо говоря, жест, да. То есть он тут такой прагмат, он тут такой прям стратег, он с одной стороны, может, отношения развиваться будут так, как хочет он, то есть он будет продавливать отношения и вести их так, как он считает нужным. Где-то будет он это делать по интуиции, где-то это будет все у него инстинктивно получаться. Да, у нас выпала и карта метла, и карта медведь, это животные, у которых очень хорошо развиты инстинкты. Да? Они умны, они сильны, они такие олицетворения некой силы, прагматичности, да. А медведь еще и такая мужская сила, за которой можно спрятаться, за которой можно укрыться, которую можно на амбразуру выставить. Вот отношения будут складываться с той позиции, что мужчина будет говорить, что я мужчина, я знаю, как надо, слушай меня, грубо говоря, твое место на кухне. Ну, это я, конечно, утрирую, троечки, не обижайтесь. Я имею в виду, что мужчина вот прям будет четко и ярко прям с его стороны все это будет исходить, показывать свою позицию. Еще у нас выпали и треф, то есть мужчина такой социально активный, социально адаптивный, он понимает, как сейчас такое сейчас время и как со стороны обществом навязаны, да, позиции мужские и женские, и вот тут он может показывать вам именно как он считает нужным, отношения должны складываться. Это первое. Второе, конечно, здесь могут быть недопонимания и конфликты из-за того, что мужчина может слишком сильно продавливать, слишком сильно навязывать свою точку зрения. И, конечно же, тут сексуальный аспект, интим, близость с мужчиной, а для него, для мужчины она очень и очень важна. Таро нам говорит, что в принципе отношения должны развиваться довольно-таки гармонично, но каждый из партнеров, каждый из вас все равно будет думать, взвешивать, а надо, а не надо, а правильно мы сделали, а неправильно мы сделали, а что, а как. В общем, у нас правосудие, видите, у нас весы, то есть постоянный анализ, постоянное взвешивание отношений будет происходить. Но
Как бы вы ни думали, как бы вы ни анализировали, отношения будут развиваться. Мужчина будет вас ценить и уважать. Троечка пентаклей в этой колоде говорит о том, что мужчина очень к вам привязан. Он видит в вас настоящую женщину, настоящую богиню, сексуальную, красивую, нежную, умную, мудрую. В общем, все эпитеты, которые могут быть положительные, он в вас все видит. Вы для него такая прекрасная дама. Еще и лиса, да, как я уже и говорила, да, это инстинкты и интуиция. То есть он понимает, что вы та самая, которая ему нужна. И что нужно делать, чтобы эти отношения сохранить? Вы знаете, я бы сказала довериться мужчине. Довериться мужчине, дать ему возможность проявить себя, дать ему возможность проявить характер, дать ему быть мужчиной рядом с вами. А вам быть рядом с ним, опять я не заметила, и тут ругается. Дать ему быть рядом с вами именно настоящим, зрелым, сильным, таким мужественным мужчиной. Дать этим отношениям новый шанс, дать отношениям возможность идти и развиваться. Развиваться они будут. Да, возможно, для вас это будет не так, как вы себе представляли, не так, как вы это себе видите. Где-то, может быть, даже не оправдаются ваши ожидания и надежды, но все равно отношения будут развиваться. У нас, смотрите, и туз пентаклей выпал, и колесница, и звезды. Но четверочка кубков нам, конечно, только всю картину немного портит, но и то воспользуйтесь тем предложением, тем шансом, который вам дает мужчина. Вот он себя предлагает в качестве силы и опоры, и поддержки, да. Вот и примите все его эти качества, и наконец-таки побудьте рядом с мужчиной и женщиной, слабой, нежной, сексуальной, такой красивой, мудрой, спокойной. А ему дайте возможность проявить на своем янь в такой яркой позиции, как нам и показывают карты. Вот такой у нас вышел вариант для троечек. Я вам, дорогие мои, желаю всего самого наилучшего. Будьте любимы, будьте желанны. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, гармоничной, полной любви, внимания и взаимопонимания. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И до встречи в других видео. Всем пока!